О чем ваш альбом? Вообще сама концепция альбома включает в себя вот все переживания человеческие, то есть как вот мы с вами, то есть любовь, там, тяга к истории, звездным, еще рано, тяга к истории, то есть переживания все человеческие. Наш альбом — это некая такая история. Вот это вот, когда слушатель будет его слушать, он, сам того не понимая, будет погружаться в нашу историю группы From the Inside. Что там все эти песни с чем-то связаны. С нашими переживаниями, там, с какими-то моментами из жизни, которые кто-то переживал из участников. Вот такого типа момент. И каждый слушатель найдет что-то для себя в этих песнях. Какая песня нравится каждому из вас лично? У меня изнутри «Дуэль». Ну, мне ближе, наверное, песни, которые мы написали в последнее время. Которые, как бы, они свежее, и поэтому там больше... Для нас являются. Да. Не приелись еще. Да. Такие вот, как одноименная песня к альбому «Изнутри» называется. Вот, она очень хорошая. Тебе какая песня больше нравится? Мне, наверное, больше «Дуэль» и «Вирус». Ну, из альбома. «Дуэль». Почему вы выбрали общее название для песни и альбома? Если вам всем нравится «Дуэль», почему не она послужила названием для пластинки? Так как наша группа называется From the Inside, то есть перевод с английского «изнутри», то есть мы тем самым решили совместить и название группы, и название альбома в одну общую концепцию. Какие особенности есть в альбоме, так сказать, ваша гордость как музыкантов? Для меня что особенно, может быть, для меня разные строи, то есть не один определенный строй, в котором мы играем, а то есть мы экспериментировали, и в этом альбоме присутствует 3 разных строя, музыкальных. То есть теперь на концерте надо с 3 гитарами играть. Одновременно. То есть мы не стоим на месте, то есть пробуем себя в других немножко строях, выше, ниже, то есть... Да нет, на самом деле все очень просто, как бы за это время каждый там вырос, там, насчет какой он был, каким стал, как бы из-за этого набрался опыта, и это все вылилось в альбом, как бы, то есть нововведений никаких нет на самом деле. То есть вот что могу, то и играю, как бы. То есть мог раньше там как-то просто сыграть, сейчас играю там получше, и это все в альбоме. Как долго готовили альбом? Пришлось ли столкнуться с проблемами по ходу записи? 3 года вот, в связи с этими переменами, то есть в составе. Вот, там с подготовкой материала, аранжировки. Вот. Ну, когда это все было уже готово, тогда уже начали поиски студии для сведения. Вот. Ну, там тоже были такие некие трудности и с людьми, то есть и... Дистанционно очень трудно было работать. Затягивалось все. Так бы было все гораздо быстрее. Но люди в столицах имеют очень большое количество... Загруженность большая у них тоже. Пришлось ли столкнуться с проблемами по ходу записи? При записи песен тоже постоянно возникал такой момент, что, вот, допустим, ты вот... Дорабатывали песни в процессе записи. На репетиции играешь одно, а в записи совсем другое. То есть здесь это не катит, здесь это не катит, здесь то не катит. То есть приходилось уже в процессе записи все дорабатывать с бурными спорами, естественно. Ну, как это все делается в работе. Где можно послушать ваши песни? Планируете ли вы выпуск дисков? Сейчас выложили в сеть альбом, но у нас еще в процессе оформления CD-дисков. То есть мы все же хотим их распространять, пустить в жизнь, да, сделать их. Вот. С 1 сентября появится альбом в iTunes. Ну, наверное, все, думаю, знают, что такое iTunes. Вот. Там будут продаваться, естественно, тоже. Не задорого. Не задорого. Ваши ближайшие творческие планы? Ближайший будет, по-моему, в Барбире, что-то планируется в середине сентября, но там мы вроде как амплаж же такой сыграем. Да, 19 акустическую сентября. версию. Акустическую версию нашего альбома. Вот такой вот вариант хотим сделать. Попробуйте. На какие группы вы равняетесь? Мы хотим похоже быть на себя, такое все. Вот мы не пытаемся что-то копировать, пытаемся сделать что-то вот свое, вот что идет, вот оно свое. То есть нет такого, что я там услышал прикольный риф там у какой-то группы, давай его скопируем, сделаем по-другому. Нет. Вот оно само как-то. Само от себя. Рождается. От себя, изнутри.